Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Пшара. Сегодня в выпуске. Инженер-строительная компания, осуществлявшая деятельность на территории Сухумского аэропорта, подозревается в подготовке теракта. Об истории создания и значимости Госстата комитету по статистике исполнилось 103 года. В Руздраме готовятся к очередной премьере. Впервые на абхазской сцене пьеса Агаты Кристи «Мышеловка». Инженер-строительная компания, осуществляющая деятельность на территории Сухумского аэропорта, подозревается в подготовке теракта. Согласно полученным данным, подозреваемый согласился на сотрудничество с иностранной спецслужбой для организации диверсионно-террористического акта на территории аэропорта. Подробности в материале пресс-службы СГБ. В ходе реализации оперативной информации, полученной от Федеральной службы безопасности России, сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия 5 июня 2025 года на территории международного аэропорта Сухум задержан гражданин Российской Федерации 1980 года рождения, инженер строительной компании, осуществляющий деятельность в вышеуказанном аэропорту. Сотрудниками службы госбезопасности проведены оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых установлено, что гражданин России вступил в контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в ходе которого согласился сотрудничать с иностранной спецслужбой для дальнейшего проведения диверсионно-террористического акта. Установлено, что задержанный по заданию ГУР Министерства обороны Украины намеревался в июне месяце сего года осуществить теракт на территории международного аэропорта Сухум, который по его замыслу должен был привести к большому количеству жертв. По роду своей деятельности гражданин России имел доступ к инженерному плану аэропорта, который он впоследствии отправил в ГУР Министерства обороны Украины для согласования и реализации теракта, отметив на схеме места возможного закладывания взрывных устройств. Задержанный был доставлен в здание Службы государственной безопасности Республики Абхазия, где в ходе опроса подтвердил свои намерения. В марте 2025 года в мессенджере Telegram со мной связался неизвестный, который представился сотрудником ГУР Украины. Он пояснил, что нашел меня в группах антивоенной, антироссийской направленности в сети интернет и предложил совместно бороться с режимом. Я согласился. Инициативно предложил ему организовать подрыв на вип-парковке аэропорта города Сухум. Следственным отделом Службы государственной безопасности Республики Абхазия в отношении гражданина России возбуждено уголовное дело по статье 274 УК Республики Абхазия «Шпионаж». Сухумский аэропорт работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба аэропорта. Уточняется, что задержанный диверсант не является сотрудником. Аэропорт оказывает содействие правоохранительным органам, говорится в сообщении. Указом президента Бадры Гунба за многолетнюю трудовую деятельность в сфере статистики и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный работник статистики Республики Абхазия» присвоено Инге Ахба, Валентине Бавиной, Софье Дбар. Об истории создания и значимости деятельности в репортаже Гугуцы Вардания. Собирать, анализировать, интерпретировать информацию, необходимую для принятия важных решений в жизни страны. В их руках не просто сухие факты, история общества, его успехи и проблемы. 10 июня 2023 года в Абхазии был утвержден День статиста. С утра специалисты профильного ведомства принимают поздравления. Трое из них, Валентина Бавина, Инга Ахба и София Дбар, удостоились почетного звания «Заслуженный работник статистики Республики Абхазия». Я проработала 37 лет в статистике. После окончания института в 1988 году я закончила Московский экономико-статистический институт и по распределению попала в Гудаутский районный отдел госстатистики. Работаю там по сей день. Тоже 37 лет. Работаю с 1972 года. И пришла туда работать, окончила бухгалтерскую школу. И пришла работать. И вот по сегодняшний день я работаю.
Работа, конечно, трудная работа, но очень интересная. Государственный комитет по статистике – это важная структура, которая имеет большую историю, более чем 103 года. Узнать о том, кто стоял у истоков создания ведомства, сложно, ведь архив грузинские оккупанты сожгли. Однако все же это удалось. Согласно некоторым источникам, Центральное статистическое управление Абхазии было создано в июне 1922 года. Такую дату утвердили в советские годы. Историки упоминают в своих статьях о 1918, 1921 годах. Кто же был автором этого проекта, оставалось долгое время неоткрытым. В итоге, после того, как Станислав Лакоба озвучил свой труд «Разгром АБНО», и вот там вот мы нашли ниточку. Оказывается, первым председателем АБНО был Фальборг, ученый такой, математик, статистик, немец по происхождению, дворянин Фальборг. Вот он и оказался основоположником этого положения. Из истории создания и разгрома АБНО известно, что Фальборг был по специальности математиком и выдающимся специалистом в области статистики. Он жил в Абхазии с 1918 по 1929 годы. После Октябрьской революции 1917 года переехал в Абхазию, где продолжил трудиться. Вот с его легкой руки в Абхазии в 1921-1922 годах уже были заложены основы развития статистики. Это в республике, где фактически специалистов не было в этой области. Более того, даже вот более или менее грамотных специалистов тоже было очень мало. Создал он эту статистику, более того, потом он оказался приближенным Нестора Лакоба. Это наподобие госплана советского, «Экосос» называлось. То есть они анализировали всю статистику, которую собирали. По словам Кама Гоги, в первом положении статистики действуют присущие для того периода методы организации и управления: централизация, концентрация, ответственность на местах, контроль за исполнением. Вместе с тем в деятельности, возлагаемой на ЦСУ по изданию ежегодников, монографий, периодических изданий по организации статистической библиотеки, музея, архива прослеживается и научная направленность. Современная структура и тематика статистики претерпели значительные изменения, связанные с современными требованиями. Некоторые пункты этого положения по сей день сохранили актуальность. Но хочу отметить, что вот в 20-х годах статистики Абхазии рассчитывали ВВП. Были очень интересные разделы, которые представляли своего рода ведомственную статистику. Наркомзем был, нарком образования, просвещения, нарком здрав и так далее. Очень интересное такое звучание было: нравственная статистика, моральная статистика называлась. Это вот по содержанию оно близко статистике правонарушений. Пришел поздравить сотрудников ведомства доцент, заведующий кафедрой экономической теории АГУ, заслуженный работник Высшей школы Абхазии Александр Страничкин. Так получилось, что после войны, когда создавалось Министерство экономики, я работал в нем, министром тогда был Дауру Андреевич Барганши, и на первом этапе органы статистики входили в состав Министерства экономики. И, естественно, первые шаги, которые были сделаны в статистике, они были сделаны в этих рамках. Затем, уже работая в правительстве вице-премьером, я курировал статистику, и в бытность этого мы, естественно, органы статистики провели очень большую работу. Это, в первую очередь, подсчет ВВП, валового внутреннего продукта, и второй момент – это перепись населения. Потому что это две большие работы, которые были очень важны, и они сегодня имеют большое значение. Вот уже 10 лет Государственный комитет по статистике возглавляет Кама Гоги, которая вместе с Александром Страничкиным и другими коллегами в послевоенные годы возрождали ведомство. Ведь нужно было начинать работать практически с нуля, и многие из тех, кто был у истоков этого сложного пути, по сей день служат профессии. Например, Зураб Аджинджал. Он пришел в управление государственной статистики в 1993 году. Сегодня возглавляет отдел информационного обеспечения, который занимается цифровой трансформацией Комитета госстатистики. Внедряем самые последние технологии, которые есть. Именно они просто и могут быть использованы при обработке статистических данных, если мы имеем целью получить актуальные, достоверные данные.
Это постоянная работа, постоянное совершенствование этой методологии, методики и работы в том числе. Есть много мифов в этом пути. Сейчас успешно продают всякие истории про искусственный интеллект, но могу с уверенностью сказать, что все паттерны искусственного интеллекта, они-то были разработаны в далеких 70-х, 80-х годах, то есть математическая основа. Сейчас просто появились вычислительные мощности, которые позволяют их реализовать. И мы, конечно же, их успешно реализуем. В коллективе комитета по государственной статистике более 40 человек. Среди них и Омар Арута, репатриант из Турции, специалист в области вычислительной техники. Омар долгие годы работал в Академии королевы Рани в Иордании в сфере мониторинга и исследования проектов. В Абхазию приезжал, но не часто. В один из таких визитов по счастливой случайности нашел работу и остался, ведь мечтой его отца всю жизнь было вернуться на историческую родину. Пришел сюда насчет обновить паспорт, абхазский паспорт. И здесь, когда увидел организацию статистики, я думал, что мои навыки, мои умения уже нужны в родину, чтобы передать, что у меня есть на свою родину. И это был в августе в прошлом году. Значит, еще 2 месяца, год буду здесь. Почти за год работы в ведомстве Омар издал сборник об основных социально-экономических показателях развития Республики Абхазия. По словам руководителя ведомства Камы Гоги, существует и нехватка кадров в области IT-технологий. Но, несмотря на это, здесь всегда идут в ногу со временем. Гугут Савардания, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. В Очимчире и Гале торжественно открыли новые спортплощадки. В церемониях принял участие вице-премьер Тарач Хагба. Площадки многофункциональные. Здесь можно играть в футбол, волейбол, баскетбол. Есть и зоны воркаута. Строительство спортплощадок в Абхазии финансируется Краснодарским краем. Подробности в материале Шазины Ханабуа. Жители и гости города Очимчира стали свидетелями радостного события торжественного открытия новой спортивной площадки. Просторные игровые зоны приглашают всех желающих насладиться любимыми видами спорта – волейболом, баскетболом и футболом. Поверхность игрового поля покрыта специальным материалом, обеспечивающим безопасность игроков, а уютные лавочки ждут болельщиков. Площадка строилась с нуля. Раньше на этом месте ничего не было, рассказал глава УКС Демир Гамисоня. Спортивная площадка с воркаутом. Работы проводились нашими коллегами из Краснодарского края. Выполнены очень качественно. Фактически это новое строительство, потому что на данном участке у нас было просто чистое поле. И на сегодняшний день выполнен огромный комплекс работ по устройству, данной площадки, ограждение ее 4-метровое. Все материалы использовались очень хорошего качества, очень серьезные специалисты занимались монтажом. И хотим, пользуясь случаем, в очередной раз поблагодарить наших коллег за такие замечательные площадки, которые они нам предоставили. Вице-премьер Тарач Хагба поблагодарил коллег из Краснодарского края, профинансировавших проект, и подчеркнул важность развития спорта в республике. Мне вдвойне приятно быть здесь, так как я являюсь руководителем спорта и молодежной политики. Конечно, открытие таких многофункциональных площадок дает новый импульс к развитию целого очень важного государственного направления. Наша задача развивать не только профессиональный спорт, но и любительский. И, конечно же, мы хотим, чтобы спорт в нашей стране был модным. Отдельная площадка воркаут, мы видим великолепно, просто смотришь и радуешься. Помимо этого, сама площадка, она является многофункциональной. Здесь можно играть в футбол, баскетбол, волейбол, поэтому по всем видам спорта есть возможность здесь непосредственно тренироваться, профессионалам даже, а любителям приходить и получать от этого удовольствие. Сегодняшний день между Российской Федерацией и Республикой Абхазия складываются очень теплые, братские, добрососедские отношения. Мы непосредственно видим, какое участие принимает в нашей жизни Российская Федерация. Во многих направлениях нам оказывает внимание. И сегодня как раз
уже знаки внимания в сфере спорта. Огромное спасибо руководству администрации города Краснодар за то, что они делают. Спортплощадка стала частью большой программы строительства спортивных объектов в республике. Всего планируется построить 12 аналогичных площадок. 8 в столице страны в городе Сухум, 2 в Тхуарчале, 1 в Ачимчире и 1 в Гале. В течение дня еще одна спортплощадка была открыта в городе Гал. Вице-премьер и глава района одними из первых попытались забить мяч в ворота. Нам в городе очень необходима была такая площадка. В городе есть и небольшие, но такого уровня и такого качества у нас, конечно же, не было. Площадку построили буквально за несколько месяцев. И сроки были все выдержаны, и качество. Вот мы наблюдали весь период, оказывали содействие. Мы тоже со своей стороны сделали все, чтобы воплотить этот проект. Огромная благодарность, конечно же, народу Российской Федерации в лице Владимира Владимировича Путина, Сергею Владимировичу за оказанную нам поддержку, руководству Краснодарского края, нашему руководству за то, что не оставляют без внимания нашу страну и особенно наш Гальский район. Город Гал всегда славился большими спортсменами. И если говорить более профессионально, по-спортивному, то путь будущего чемпиона всегда начинался с дворового спорта. В данном случае с этой великолепной площадки мы уверены, что в будущем мы все вместе будем радоваться великими спортсменами. Финансирование столь значимого проекта осуществляется Краснодарским краем, благодаря чему жители республики получат возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Шазина Ханагуа, Абхазское телевидение. К вопросу завершения реставрационных работ и вводу в эксплуатацию павильона Абхазия на ВДНХ посвящалась рабочая встреча министра иностранных дел Олега Барцыц с гендиректором выставочного центра Сергеем Шагуровым. Стороны обсудили ряд технических и юридических вопросов, связанных с завершением работ, а также первоочередные мероприятия по передаче эксплуатационной ответственности абхазской стороне. Участники встречи отметили высокий уровень взаимодействия и сотрудничества, а также беспрецедентную поддержку со стороны правительства Москвы. Делегация Абхазии во главе с министром туризма Астамуром Логуа принимает участие в международном туристическом форуме «Путешествуй в Москве». Стенд Абхазии посетили зампред правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, культуры и туризма Дмитрий Чернышенко и замминистра экономразвития Дмитрий Вахруков. Чернышенко пожелал Абхазии дальнейшего процветания и выразил надежду на плодотворное сотрудничество между странами. В рамках форума Астамур Логуа и зампредседателя Совета министров Крыма, постпредом Крыма при президенте России Георгием Мурадовым. Они обсудили развитие сотрудничества в сфере туризма между Абхазией и Крымом, налаживание долгосрочных связей. Министр здравоохранения Эдуард Будба и главный санитарный врач республики Алла Беляева встретились с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой. Они обсудили круг вопросов, касающиеся эпидемиологической безопасности в Абхазии в курортный сезон, а также наметили предварительный план взаимодействия на 2025 год. Встреча прошла в рамках конференции по вопросам биологической безопасности, которая проходит в Сочи до 11 июня. Финалист конкурса молодых управленцев команды Абхазии Инал Аргун назначен помощником министра сельского хозяйства Абхазии. Инал Аргун в 2015 году успешно завершил учебу в Российском государственном социальном университете в Москве по специальности менеджер. За время своей профессиональной деятельности он накопил значительный опыт работы в сельскохозяйственных предприятиях Российской Федерации, что позволяет ему эффективно справляться с новыми задачами на государственной службе. Кроме того, Инал является учредителем и заместителем директора компании «Новое дело». Его знания и опыт будут полезны в деле развития сельского хозяйства республики, считает в Минсельхозе.
Прием заявок на участие в программе поддержки малого и среднего предпринимательства начнется 16 июня и будет проходить по 2 июля включительно. При реализации проектов в городе Сухум, Гагарском, Гудаутском, Сухумском и Гурышском районах заявку необходимо принести в Министерство экономики по улице Лакоба. При реализации проекта в Учимчирском, Творчалском и Галском районах в инвестиционное агентство по улице Пушкина в бизнес-центре Гудов Плаза. Депутаты парламента Абхазии Инар Сацба, Левон Галустян, Винори Бебия участвуют в международном парламентском форуме СНГ «Пушкинские чтения». Форум, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, проходит в Москве с 9 по 11 июня. В зале Дома Союзов состоялось пленарное заседание форума, где с докладом выступил Инар Сацба. Данный форум проводится в Государственной Думе с 2023 года. Делегации, представляющие Народное собрание Абхазии, ежегодно принимают в нем участие. На расширенном заседании парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям рассмотрели вопросы регулирования цен на жилищно-коммунальные услуги, в том числе услуги систем водоснабжения и канализации, вывоз мусора и другое. По мнению председателя комитета Резо Зантария, назрела необходимость перерасчета существующих нормативов. Присутствовавшие на заседании председатели собраний и другие представители органов местного самоуправления высказали свои мнения по обсуждаемым вопросам. Мы сегодня четко понимаем все, что формирование, оказание услуг по 3-4 видам услуг, которые лежит на районном собрании, это вода, это канализация, это мусор. Еще у города есть электрический транспорт. Да, квартплата, лифт. Если мы сегодня не установим правильные цены и правильную методологию расчета цены, которые будут соответствовать его затратам, то качественное оказание услуги населению мы сегодня не сможем. И мы считаем, мы хотим с вами поделиться в рамках дискуссии, сегодня выросло то население, которое требует от нас качественное оказание услуги. И без оказания этих услуг, обратной связи, без затрат мы эти услуги не сможем оказать. И если мы говорим применительно мировую практику, и как это в других странах, и как это применяется сегодня, и опыт других стран, то за все услуги платит всегда потребитель. Везде. Нет государства, где сегодня эта структура датируется. Есть возможность субсидирования данных направлений, данных услуг, но нет нигде, где это датируется государством. Исходя из этого, мы должны обсудить, где та нормативно-базовая история, которая нам нужна и будет соответствовать тем услугам, которые сегодня требует наше общество, то качество услуг. И мы должны вот в эту базу поймать и найти. И с этого оттолкнуться, двигаться дальше. Сегодня наши службы, такие как водоканал или троллейбусное хозяйство, имеют такие применения общего характера. Раньше был понижающий коэффициент за оплату электроэнергии. А сегодня 2 рубля 20 копеек за киловатт наши службы вынуждены платить. И если это в цифрах, это тогда как водоканал собирает 3 миллиона рублей в месяц, за свет они вынуждены платить более 5 миллионов. Также и троллейбусное управление, дотационное предприятие. И так было. Сейчас уже очень серьезная нагрузка ложится на администрацию города. Это, я думаю, что, наверное, необходимо поднять этот вопрос и какой-то понижающий коэффициент к этим предприятиям, рассмотреть возможность применения. Тарифы по дератизации и дезинсекции в Сухуме будут повышены. Решение принято депутатами Горсобрания в связи с ростом цен на химикаты. Также депутаты включили имущественный комплекс сувенирной фабрики в дополнительный перечень объектов муниципальной собственности Сухума, подлежащих приватизации, и заслушали отчет Департамента ЖКХ. Подробности заседания столичного Горсобрания в материале Гунды Шоуа. Отчет о деятельности Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации столицы за 5 месяцев 2025 года представил начальник департамента Юрий Дбар. Значительные средства потрачены на содержание улиц, прибрежной зоны, а также на комплексное содержание зеленых насаждений, обслуживание мусоропроводов многоквартирных домов, на организацию вывоза и утилизацию твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Согласно отчету, было проделано немало работы, в том числе и подготовка к летнему сезону.
Проведены совместные проверки состояния береговой полосы моря, усилен контроль за работами по обеспечению санитарного содержания территории прибрежных рекреационных зон, современной уборки от случайного мусора, а также после каждого шторма сбор и вывоз веток и бревен. В столице остро стоит вопрос несанкционированных свалок. Об этом сказал заместитель главы департамента ЖКХ Руслан Авицпа. Для вывоза мусора администрация приобрела еще 4 единицы спецтехники. Они помогут справиться с возрастающими объемами ТБО во время турсезона. Также обсуждалась проблема подтопления подвальных помещений в многоэтажных домах. Администрация было приобретено насосное оборудование мощное, порядка 300 кубов в час для откачивания подвалов. С успехом это оборудование используется до сих пор. В тех подвалах, где достаточная глубина, где можно опустить шланг, да, ну, имеется в виду, что сейчас, если, допустим, там уровень вод находится где-то там порядка 20-30 сантиметров, его использовать нет смысла, потому что засосет воздух. Соответственно, проблему эту, естественно, решать надо, поэтому мы пошли по такому пути. На базе ЖРСУ, которая, по большому счету, ее профильное ведомство обслуживания многоквартирных домов, значит, решено создать специализированную бригаду, которая сейчас уже, в принципе, почти укомплектована, которая будет заниматься исключительно подвальными помещениями. В итоге отчет Департамента жилищно-коммунального хозяйства решением большинства депутатов Горсобрания не был принят, так как некоторые вопросы нуждаются в доработке. Имущественный комплекс бывшей сувенирной фабрики включили в дополнительный перечень объектов муниципальной собственности Сухума, подлежащих приватизации. Депутаты приняли решение на основании письма главы города. Здание бывшей сувенирной фабрики, оно находится в удручающем состоянии, нету ни окон, ни дверей. Сувенирная фабрика не работает, она уже много лет в таком состоянии. Я думаю, что муниципальная собственность сегодня с учетом нашего бюджета не в состоянии отремонтироваться самостоятельно. И потому вышел такой вопрос о том, чтобы включить данный объект в дополнительный перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации, чтобы, может быть, частные структуры его привели в порядок и, наконец-таки, знаменитая сувенирная фабрика, которая была в Советском Союзе достаточно большим предприятием, снова заработала. Тарифы по дератизации и дезинсекции в Сухуме будут повышены. Депутаты Горсобрания приняли такое решение, рассмотрев письмо главного врача санэпидемслужбы Сухума Лидии Кураносовой. Повышение тарифов связано с ростом цен на химикаты. Финансовый дефицит испытывает эта организация, поэтому в связи с тем, что идет инфляция, все дорожает, и с 2022 года не было поднятия цен. У нас на дворе 2025 год все в 2 раза подорожало, поэтому те объекты, которые они раньше могли делать за счет администрации, допустим, то есть объемы могли выполнять больше, на данный момент объемы выполняются самые минимальные. На повестке дня было 3 вопроса, 2 из которых были приняты. Кундашова, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. В Русдраме готовится к очередной премьере. На этот раз труппа представит спектакль в детективном жанре. Как проходят репетиции и что смогут увидеть любители детективов, расскажет Алик Атрапш. Впервые на абхазской сцене пьеса королевы детектива Агаты Кристи «Мышеловка». Уже 2-й месяц актеры Русдрамы ежедневно репетируют. «Мышеловка» является одной из самых популярных и долгоживущих постановок в мире. Премьера спектакля состоялась в Лондоне в 1952 году, и он до сих пор идет на сцене без перерыва, став рекордсменом по количеству показов. И премьера «Мышеловки» для Русдрама – важное и весьма ответственное событие. Вот на данный момент он уже более 35 тысяч раз сыгран этот спектакль, и он вошел в книгу рекордов Гиннесса. Но все потому, что действительно прекрасная пьеса, там замечательно прописаны характеры. Агата Кристи оказалась не только великим мастером детективного жанра в прозе, но она и драматург потрясающий. Она написала пьесу, которая, мне кажется, для
актеров это большое счастье играть в таком материале, но для зрителя это невероятное удовольствие. Спектакль «Мышеловка» полон неожиданных событий. Зрители смогут испытать весь спектр эмоций. Постановка полна детективной интриги, драмы с элементами триллера и даже комедии. Сюжет пьесы разворачивается в уединенном загородном пансионе, где группа постояльцев оказывается отрезанной от мира из-за снежного заноса. Вскоре становится известно, что среди них скрывается убийца, и персонажи должны разгадать его личность. Название «Мышеловка» связано с внутренней игрой и тем неожиданным поворотом, который разгадывается под занавес. Режиссер-постановщик спектакля Андрей Сидельников особое внимание уделяет ритму и темпу развития сюжета, чтобы поддержать напряжение и интерес зрителей до самого конца. Актеры хорошие распределение, и я уже здесь был, когда мы делали на лаборатории и познакомился с труппой. Поэтому работается, они мне помогают, я им помогаю. Посмотрим результат, что-то сложно загадывать, потому что всегда волнуешься, думаешь, получится, не получится, всегда такое немножко пограничное состояние. Но сейчас ощущение, что все собирается и что-то произойдет. Это удивительная история, которая будет держать зрителя в напряжении. И зритель будет думать, что же произойдет дальше. И получать адреналин и какие-то эмоции. Персонажи «Мышеловки» имеют глубокие психологические слои. И актеры Русдрама тщательно прорабатывают мотивы и взаимодействие между собой. Актриса Милана Ломи играет роль владелицы пансиона Молли Релстон. Любое перевоплощение непростое, и это в том числе, но существует некий интерес, такое любопытство изучить этот жанр, поэтому... Не знаю, все как-то удается, складывается уже на этом этапе, хотя у нас еще есть время, да, до выхода, вы видите, мы репетируем здесь в репзале, до выхода на сцену у нас все как-то собирается, мы ищем, от чего-то отказываемся, что-то опять приносим, и такой процесс любопытный, интересный. Премьерные показы спектакля «Мышеловка» пройдут на сцене Русдрама 20 и 21 июня. Алика Трапшраму Камки, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В среду 11 июня в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 15-20, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 19 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.